Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 12 августа. Мы находимся в поселке Орлах. Пока нас поселили в таком уютном домике, вот прямо на берегу реки. Сейчас вот хочу вам небольшую экскурсию сделать. Я пока тут заправляюсь чаем, монтирую уже то, что мы наснимали. Хочу попробовать оперативно все выложить. Надеюсь, получится, потому что мы ждем. Вот Саня, мы с ним вдвоем остались. Пока все разбежались, кто в Мирный уехал. Ну, очень уютно здесь, на самом деле. Спасибо большое. Да, Николай. После 4 дней, 3 ночей пути в Бурлаке, конечно, вот так вот в доме отдохнуть парочку дней, это очень хорошо. Вчера на казане афганском приготовил я вот похлебку, ну, не знаю, как это назвать, с мяском, короче, картошка. Ну вот, тут что-то у нас свет перестал работать. Здесь ребята ночевали, я вот там в комнате. И место мне очень нравится. Вот такой домик, вообще здорово. Воздух чистый, свежий. Сейчас идем на речку, окунемся и пойдем погуляем. Наверное, сделаю видео отдельное про поселок Орлах. Я думаю, что мы сейчас, пока здесь находимся, можем найти что-то интересное, чем можно поделиться. Ну, надо сейчас проснуться еще. Что-то так, это самое состояние, конечно. Наглотались пыли, у меня аж легкие забило. Такой, как будто бы кашель, как вот заболел. Ну, вроде нормально, температуру не чувствую. Но там прям, вот мы ехали, пылище стояло столбом. Прям. И мошка. Но здесь пока нету, кстати. Ну, вот, тихо, их мало. Не то, что было в дороге. Ну что, купаться. Поселок состоит из таких вот двухэтажек деревянных. Очень много таких домов. Мы еще сами особо не поняли. Вот нас ночью привезли. И сразу мы спать. Но увидел я реку, спросил. Мне сказали, да, купаться можно. Поэтому идем купаться. Ну, шампуниться не будем. Как река называется, не знаешь? Чугуй-Батовуя. Рыба здесь какая? Ленок попадается. Но сейчас сказали, особо не будет. Может, какой-то дурной попадется, а так здесь ленка ловит. И кого-то еще. Забыл кого. Ясь и ленок. Я-то думаю, что у нас интернет такой хороший. Вот вышка, оказывается, прямо вот рядом. Вот наш домик. И такое вот окружение. Частные дома, домики. И вот многоэтажки. Многоквартирные дома. Николай подъехал. Сейчас пойдем с ним погуляем. Центральная улица. Какая улица? Ленина, наверное? Центральная, да? Ну, не Ленина. А где клуб? Клуб вот там. Вот он. Пошли туда. ДК местный. Дом культуры. Дом культуры, да. И сколько тут? Больше 1000 человек живет у вас, да? Да. Здорово. Мне нравится, вообще прикольно. Хороший поселок. Я прям себя комфортно чувствую. Туй-Хая — это, как ребята сказали, название старого поселка, который что-то там утопили, что ли, ради постройки водохранилища. Сейчас я дойду до них, уточню. Сцена, памятник. Сейчас такие памятники в сегодняшнее время как-то по-другому на них смотришь. Как будто бы это уже не какое-то далекое прошлое. Это название вот этого клуба происходит от старого названия села Туй-Хая, которое затопили, чтобы у нас был свет. Ну, не у нас, а в компании Лавроса был свет. ГЭС, да? Да, ГЭС. Их 3 очереди. А это жилые домики такие? Белорусы?
Вон там наш бурлак стоит. В надежном месте запарковал Николай нам. Идем вот в гости к Спировой Галине Федоровне. Она нам предоставила жилье. За что ей огромное спасибо. Сейчас ты непосредственно ей скажешь вот это. Да, это я лично скажу обязательно. Какой домик классный. Ух ты. Вот это мангал сварил я Николай Николаевич. Вы? Да. А, Они уже готовили. так вы Николаевич. А как фамилия ваша? Я не спросил. Семенов. Семенов, да? Точно. Семенов Николай Николаевич. Вот эта машина, Классно. которую я ездил в город, сегодня ездил в город и продукты привез. А, Вот цветы. магазин, да? Да. Ух ты, как ума. Николай тоже. Мама моя. Николай, здравствуйте. Можно поснимать чуть-чуть? Он охраняет. Конечно можно. Немножко интервью всех беру. Здравствуйте. Решил про ваш поселок немножко сюжетик небольшой снять. Здравствуйте. У вас красиво очень, да. Вот Галина Федоровна, знакомьтесь. Спасибо вам большое. Вот хотел лично сказать, то, что нас приютили. У вас очень здорово там. Мне так понравилось. Я вот еще вечером вчера, речка, смотрю, домик, там так все уютно. Ну вот этот дом мы хотим продать. Продать, да? Туда переехать. Но И мы, вот это? мы вдвоем с дедом. Нам очень тяжело жить здесь. А все в Якутске у вас родные? Не, почему? Или- Вот родные, они в городе живут. А, город Мирный вы имеете, Ага. да? А то я привык, что все говорят, город это когда рядом с Якутском, это то, что Якутск, да. А здесь-то Мирный все-таки, да, свой? И вот сейчас вы в процессе, да, что думаете, продавать? Да, ага. Вот этот дом, где сейчас мы Ага, да, находимся? да. А тот домик? А тут туда переехать. А, вы хотите не в Мы- Мирный уехать, а хотите Ага, просто да, в тот? Да, ага. Потому что вам тяжело в таком большом доме? Да, в большом доме. Я болею. Ну как-то старая уже стала. Мне 75 лет все-таки. О, 75 он, да? Ну вы хорошо выглядите, честно, для такого Потому возраста, да, это- здорово. Содержать дом, все это, огород здесь тяжело. Понятно, что вот, да. Мы вдвоем с дедом. Еще и в магазин кататься в город. Город, Сегодня да. меня одного отправило, блин. А у вас магазинчик, да, вот? я так Магазин, ага, есть, но уже так неохота его уже. Да это же сложно. Вот заниматься. мне, молодому, сейчас возьмись с этим, тяжело будет это все. Это же бизнес, это все силы отнимает. Вот любой Ну так, такой. шаляй-валяй, как бы работаем потихоньку. Не, ну она, видишь, у нее много людей работает, поэтому она не может бросить. Мгм. Людям А, помогут, Да, надо же их Ну, зарплата, чтобы не было. Конечно. Что-то. Я не могу просто взять, сказать, все, я закончила, всё, больше до не буду. свидания, да. Так же тоже нельзя. А как их, на что их? Как оставить? Держит, получается, да, и вот так Ага, вот. держит. И не знаешь, что, да, и не бросить, не это. Ну, как говорят, чемодан без ручки, нести тяжело. И бросить И жалко. бросить, да. Это внучка моя придумала. А, класс. Ой, вообще. А внучка вот, да, ваша? А внучка, На фотографии. Вот а это? вот это, ага. А это ее детки уже, А да? это, нет, это уже старшая дочь, она живет в Иркутске. А, у вас выше в Иркутске. Сколько детишек у вас? У меня двое, сын да дочка. А, И внучка. Ну, внучек-то много у меня. у вас, да, мне очень нравятся семьи большие, многодетные. Ну, привет. Привет всей семье большой. Передаем. Вот компотика наливайте себе. Спасибо большое. А я Ой, как хорошо вкусный компот такой. И не сладкий, и не такой. Ну, самое то. Испытано на себе. Так, здорово посидели, поболтали. Идем дальше. Домик, конечно, такой симпатичный, прям нравится мне. А там уже он готовый везде, стоит на базе 157-го вела. Расширенная база, двигатели Д-245, кабина двухкабинная, Егорь. Машина вот. Николай механик как раз бурлака нашего делал, когда в Якутск вернулись. Ой, тут ветрено. Сейчас, ладно. Смотрите, какой огромный детский сад. Кстати, вот заметил, что здесь вот во многих населенных пунктах школы, детские сады модернизируют. Здесь тоже сейчас идет ремонт. Либо новые строят. Это хороший показатель, я бы сказал. Чего там, Николай? Ах, отвлекся. Здесь, выходит, есть еще и такие вот трехэтажные, уже монолитные дома, ну, панельные, многоквартирные. Сейчас дождь начнется, похоже. Вот мы от него убегаем. Ой, здравствуйте. А я уже снимаю, если что. Не прячусь. А что, надо выйти? Ну да, поздороваться, рассказать что-нибудь, как у вас дела? Прекрасно. Прекрасно? Да, Как тут живется вообще? прекрасно. Хорошо. Поселок. Я Наталья Ивановна. А, Наталья Ивановна. Жена. Очень приятно, да.
Я вот- Хотела познакомиться с Евкином. Ага, я с удовольствием тоже. Сейчас как раз зайдем. Куда сам? Ну, сам с Питера, но я уже в Якутске живу, 4 года, с конца 18-го года. И вот Питер решил... на Якутск поменял. Да, мне вот тут по душе. А где по душе, там и надо находиться. Ну да, да. Так, ну ладно, рад был познакомиться, да. Здравствуйте. А знаете, как я это... Как у вас просторненько. Это узнала. У нас же тетя живет в Москве. Вот, да, да, да. Рая. Я только сейчас об этом узнал от Николая. Это Николай Николаевич тетя. Да. Я была проездом в Москве. Ну, я часто бываю туда-сюда. И она мне все время говорит, Эркин. Но я так-то, как-то я смотрела в Ютубе вот, твои эти работы. Ну, а тут Рая вообще все время следит. Да, восхищается. И всё она смотрит, да. комментарии Ага, пишет. да, Но она да. потому что очень любит свою, республику, свою Якутию. Она же родом досюда, с Якутска. И она же всегда на рыбалку ездила, на эти острова всегда. В Сангарах она? Да, на Сангаре родилась. Мгм. И вот я из-за этого как-то заинтересовалась. Это вообще, я сейчас добавлю, это классная история, произошла только что сегодня с утра. Николай к нам подъехал, и вот мы стали общаться, он говорит, вот Раиса Семеновна, говорит, это же я говорю, Раиса, вам большой привет, я знаю, что вы смотрите, это просто для меня было сегодня такое удивление, я как раз обязательно хотел об этом снять. А Раиса, она меня с первых практически видео поддерживает, всегда смотрит, да. То есть мы так вот познакомились, как вот просто в комментариях, то есть всегда мне поддерживающие комментарии пишет, всегда вот так вот, вот, реально вот. Поддержка такая серьезная от нее постоянно идет. Вам спасибо еще раз за это большое. Теперь вы у нас в гостях. Да, кто бы мог подумать, что мы вот так вот у вашей родни в гостях окажемся. Хотя я заезжал к ним в гости, когда я ехал с Крыма в Питер, в Подмосковье еще в ту квартиру, да. И там она мне там на стол такой накрыла. Раиса, еще раз вам большой привет. Мне у вас тут очень нравится, у вас такие хорошие родственники, здорово. История такая у нас. Мы с Николаем Николаевичем переселенцы села Тойхая, которое находится под этим, Водохранилище? Да, водохранилищем. Ага. ГЭС Вилюйский. Это недалеко отсюда где-то или? Ну, километров 300, наверное, отсюда. Если так. Чернышев, да? Далеко, да? Да. Ну и вот, у нас есть музей здесь. Я хотела придумать, вы можете посетить? Попробуем если попасть, спросить, давайте, да. Сейчас я могу спросить. Давайте, чтобы мы там, может быть, показали, рассказали. У вас такая квартира классная, просторная вообще. Трехкомнатная. А наши внуки нас не узнают. О! Они говорят, бабушка, дедушка, это вы что ли? Видно у вас, Совсем вы какой веселый характер у вас еще, видно вот даже по молодому. Класс вообще. Они узнают нас. Не узнают? Да. Ну, столько лет прошло. 40 лет вы говорите вместе, да, примерно? Даже больше? Да. 40. Класс. Старшей дочери у нас 40 лет исполнилось, да? Это вы сами вырастили? Да. Они в работе. Ну, какие свои домашние. Много что у нас. Они в теплице у вас растут или так? Да, В теплице тоже. Да. А помидоры? Тоже свои. Тоже в теплице? Тоже есть. А ты- Салаты все свои. То есть у вас Зелени много. успеваете, да, вырастить за короткое лето? Да, за короткое время зелень разную сажу. Капусту разную сажу. Класс. Конечно, свои вот эти продукты, это вообще Да, ни с чем не сравнится. Да, это все свое. Потому что это картошка твоя у нас. Картошка, да. В общем, у нас все свое с Николаем Николаевичем. И на зиму прям делаете заготовки, Да, хватает. потому что он же еще охотник, да, и рыбак, да? Мгм. Считаем, мы мясо не покупаем практически. Добыли, вырастили, добыли, все там. И натуральное, без всяких там этих Да. класс, вообще здорово. Ну, у нас там вот 2 морозильника, мы все это закладываем. Мне это близко. У меня мама тоже с папой огородники, вот там выращивают все там, все свое, у нас очень Я много. огурцы солю, и это все себе. И практически как бы сильно ничего не Ну и сколько сил на это надо еще? Вот так вот вырастить, да? Нет, ну сейчас вот как-то мы раньше больше как бы занималась, наверное, много. Но сейчас что-то я это уменьшила. Мы сейчас же как бы вдвоем только. Ну понятно, я говорю, что это не так просто. Вот это труд еще тот, ежедневный. Да. Я это знаю, не понаслышке. Ну, от родителей. Да, не знаю, я как бы сажу. Семенова, Люба, тоже мама. Семенова, вот Колина, тоже родня там, где кто-то живет там, мон. Да. Ага. Не слышал, да?
Это вы прям, ты же Момский, да? А сколько километров это Лоханчистое от Мумы? От Хануди. От Хану. От центра. Тетечка была. О, это же далеко. А летом как туда доезжать? Самолеты. Самолетами, да? Я вот просто про тебя хотел пару слов. Ты вот, у тебя как, ты Эвенг, да? Вен. Эвен, да, как раз у тебя периодически это северный получается, да? И ты председатель Общественной организации. малочисленных народов, да? Якутии. Молодежный совет, ага. Молодежной. Как раз ассамблеи народов Якутии. Вот я подружился с молодежной ассамблеей народов Якутии, и оказывается, вот Саша тоже в этой ассамблее, да? Ну, грубо говоря. Да, мы стоим там все вместе. Получается, мы в одной ассамблее, оказывается, с ним. Вот познакомились здесь уже узнали. Ну. И когда родители мои говорят, вот эту машинку ты брать не будешь, потому что у нас места нету. Мы поедем на автобусе. И до сих пор в детской памяти моей, да, осталась вот эта машинка швейная. Вот 5 лет их помните, да? Памяти, да. И я, знаете, сколько лет представляла вот эту свою машинку, как она там под водой. Это вот когда переселяли, да, вот вы вещи Да. собирали. Ага. И она настоящая, я Перед кукла, я затоплением. хотела шить. И, наверное, после этого, только начинала же вот это, как ребенок же, когда начинает себя развивать, с детства же, да, получается, свои таланты, да, все. И я только начала, наверное, вот об этом думать, шить, да, вот это в этой машинке. Но она по-настоящему шила, она механическая, настоящая машинка была синего цвета. И мне не разрешили его взять. Это какие эмоции у ребенка, если вот 5 лет, да, ну, я вот не помню в 5 лет, что у меня И происходило. это все, да? и у меня эта память осталась, я много чего помню, но все время вот из моей памяти не выходит вот эта моя машинка. И я много раз всегда представляла, всегда вот так глаза закрою же, да, и вот эта моя машинка, как она там под водой. А представьте, экспедицию туда отправить и найти, Мою машинку, да. привезти ее вам, да? Это тоже у меня с детства, да, получается, с детства, да. Вот это вот Стойхае, это же, да, получается, вот мы, где я родилась, поселок из под этого затоплением, поселка. да. Мне было 5 лет. Я жила там, в поселке, вот это Стойхае. И у меня был дядя Иванов, Данилов Иванин, наверное. Он здесь, в этом поселке, учился в 10 классе в школе. А мне было 5 лет, маленькая я. И он мне говорит: Наташа, я тебе подарок привез. Он показывает. Вот когда ты вырастешь, когда ты в школу пойдешь, вот сюда положишь свои карандаши. И эти карандаши и ручки. А его вообще нету уже в живых. Да, и у него и детей нету. И вот Память получается. вот память да, получается от него, вот это вот. Из-за этого у меня началось вот это вот, как бы, коллекционирование вот этих Мишка вот. олимпийский, да. Да, олимпийский мишка у меня есть. Испытано на себе. Так, подъехали наши ребята. Я пакет принес. Михаил Александрович. Это сын ваш, да? Так, вот Алексей, сын, приехал. Привез наших гостей с Мирного. Спасибо за доставку. Ну, Николай Александрович, здравствуйте. Привет. Приветствуем вас у нас в гостях. Приветствую вас. Все, да. команда почти в сборе. Орловской земле. Якутская. Ждем курганских ребят. Чем Николай Николаевич будет нас сегодня угощать? Что за мясо? Будем угощать сахатин, естественно. О, я один раз в жизни только кушал. Ну, Сахатин, да? Вот посмотрите, как мы говорили вчера, ляги, да? Не первый раз. Я хотел туда положить мыджас, но подумал, что некоторым может не понравится. Это внутренняя прямая кишка. Ваня, Ну, не все могут оценить, согласен. Не видели? Много. Не, ну так-то мы... Сколько лет-то? Не так же уж далеко-то. Олег подъехал. привет. Откуда? Я, так как Давай. меня уже представляли на камеру, представлю. Это Харченко Олег, известный путешественник из Москвы. Саня, мы по телефону разговариваем. Очень много мест, вы говорили, объехал. Да, Да, да. На своей машине в одного. Один вы, да, много путешествуете? Один и не один. Ну вот это... Один это вообще сверх героизма, я считаю, когда вот на одной технике одному куда-то добираться. Ну что, располагайтесь. Это мой, получается... Служили вместе мы все. Да, брат. Да, вот он похож ты, он такой блоком бамага. Как мне нравится, что в Якутии так люди встречаются в разных уголках, и там, оказывается, брат, сват, там все родня.
Двоюродный брат моей мамы, мне по факту дядя, А. но у нас там дядя говорить не принято, просто убай. Всем приятного аппетита. Шикарный стол. Особенно сахатину попробуем сейчас. Это что за мясо? Лось. Ну, 19-18 где-то лет 5 назад, да? Да, нет, 5 Сейчас назад. просто мне очень нравятся вот эти все совпадения. И сейчас мы пока вот уже покушали, сидим болтаем про Питер, там где жил. Что-то вот Пионерская, Яна Пионерская, а где там? И выясняется, что мы еще в одном доме жили, прямо напротив метро. Это прям вообще, ну, они там снимали некоторое время, а я там 5 лет тоже снимал, вот прожил. Ну, это было лет 10 назад, наверное. Пока свою купил там, потом свою продал, и все. Без квартиры я остался. Ну, в общем, здорово тут. Здорово. Понимаете, климат поменялся очень сильно. Ну, Раньше это Якутия, да. 7 ноября переезжали под Якутском через Лену. 7 ноября. Сейчас под Новый год. А весь северный завоз, он с советских времен не изменился. Те же Уралы, Зилы и так далее. И сократился срок завоза. Поэтому маленькие населенные пункты, ну, людям-то есть надо что. И вот сейчас самолетами возят и бомбят этим картошкой. Капусты. Ну, с парашюта бросает. А мы можем показать, что север можно обеспечить вообще, ну, другим, более, Ну, знаешь, попробуем. прагматичным. И, скажем, вот эта экспедиция, чтобы не только нам было интересно новые места посмотреть, а людям принести пользу. Да, ну, Да. нет, Тоже сахатин? распробуйте, да. Там. Сами же добывали? Конечно, конечно. Я вот это еще подытожить законно, хотел. всё законно, всё лицензионно. Спасибо большое. Сейчас этот, вот вы вдвоем и переселенцы как раз из того вот поселка, да? Вот, Да. что Он сангарский. Ты целый Да. фильм снимал про ага. Сангар. Ну, ролик Сангар. Вырос в Сангарах, да. Я там тоже жила. И вот это переселяли именно сюда, получается. Да, Почему да. здесь Дом культуры так назван, да? Да. Вот. А то, может быть, там снимали сумбурно, непонятно. Ну вот, А теперь меня понятно. просто, как получается так, что меня просто отдали на воспитание родственникам, дяде, да? Дядя родной. тоже. Да, родной дяде. Потому что, ну, не было возможности. Он был ветеран войны, его отец. Мгм. И на Курской дуге, ну расскажи про него. Он же тоже такой. Прохоровка воевал, да. Да. Ну, командир взвода ПТРщиком был. И ему, Ну, я сам к стыду своему узнал, это точно он ничего не рассказывает. Сильно-то. А меня вызвала классный руководитель моего внука. Говорит, такой-то, это ваш, это он дедушка? Я говорю, да. Она говорит, я в интернете прочитала про него. А оказывается, в интернете про него написано. Уже, там, а вы не знали? Да, что вот он, да, во время там боя их взводом там подбит танка, короче. Счет этого, ну, боя ему там орден Красной Звезды и неочередное звание лейтенант, хотя он сержантом ушел после артиллерийского училища. Ему сразу лейтенант присвоили после этого. вот это вот Еще великая и вот настоящие вояки, они, оказывается, больше года не воевали, просто они больше не могли. Вот он 42-й, 43-й воевал, его комиссовали. Ну, спасибо вам большое за гостеприимство, очень приятно было вообще Ну, погостить, последний раз, я думаю. покушать очень вкусно, познакомиться. Все, мы тогда Заходите еще. зайдем еще. Да. До завтра, тогда, да, у нас еще время есть. Все, не прощаемся, пока. Все, спокойной ночи, всего хорошего. До свидания. Испытано на себе. Друзья, мы с вами находимся в поселке Орлах, это Мирнинский район, где-то 26 километров до Мирного. И сейчас мы идем в музей, посвященный другому поселку, который называется Туой-Хая. В свое время, где-то в 60-х годах, этот поселок был затоплен при строительстве ГЭС. Но это было плановое затопление, потому что необходимо было построить Вилюйское водохранилище. И, соответственно, людей переселяли в разные места. И вот именно этот поселок Орлах – это то место, куда тоже переселяли переселенцев. И вот сегодня я попробую вам провести экскурсию, ну, более правильно, более подробно рассказать про этот поселок. Это вот он, музей, здание. Ну нет, туда, это администрация, Администрация. библиотека у нас. И в нем же музей находится. Да, в нем. Это музей переселенцев села Туй-Хая. Сколько у вас тут переселенцев, кстати, сейчас живет? У нас мало. Общее Не только знаете? 200 человек, наверное. Около 200 даже, да? Около Да, 200? всего нас осталось. Ага.
Вот Это Дмитрий Дмитрий тоже. Георгиевич Петров. Здравствуйте, да. Ага, мой земляк. Очень приятно. Целого Тоже? поселка Той-Хая. Ага, тоже, да. Здравствуйте. Привет. Привет, ребята. Все, заходим. Здорово. Это внуки. Внуки, да? Да. Класс. Ну давайте пройдем. Погодки. Да. Здравствуйте. Это Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, да? Очень приятно. основатель музея нашего. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что решили посетить наш небольшой музей. Это место памяти о наших предках. Мы хотим ее сохранить и передать нашим потомкам, чтобы они знали историю. Вот этот небольшой музей был открыт в прошлом году на средства президентского гранта. Небольшой, но у нас большие планы. Мы хотим расширяться, потому что у нас каждый раз информации все больше и больше, и люди тут что-то приносят. Вообще, когда мы еще не занимались глубоко историей, мы как-то поверхностно тоже знали, но чем больше мы узнавали, эта история была, это вот невероятная история села Той-Хая, долины Чоны. Она очень для нас родная. И вот наша команда музея, тоже потомки. Сколько вас много? Здорово. Ольга, Ага. Татьяна Михайловна, вот. И мой папа, тоже переселенец села Той-Хая. Вот. Сколько людей из поселка примерно переехало? Около 500 человек, небольшой поселок. 500. И все сюда именно? В основном наше село считается как бы село переселенцев. Вот. Ну, а сейчас осталось их около 200. Очень мало. Именно тех, кто переселен был, да? Ну, вот, конкретно. Ну и плюс потомки, да, уже? Да, здесь у нас все потомки, поэтому мы хотим для них историю сохранить и передать. Да, это важно. Вот. По идее, по всей Якутии почти. Ну, да, сейчас-то уже, да. Вот оно так. Да, вот, так было. А это после затопления, вот, да. Где поселок был? Ну вот здесь где-то. В середине всего этого, да? Да. Угу. Там остался вот кусочек горы, и там вот этот памятник, который потом установили жители села Там Той-Хая. на месте памятник, да? Да. Буквально 2 недели назад отец исполнил мою мечту, и мы съездили, посмотрели. И для меня это было очень... Сейчас мы занимаемся книгой, пишем, потому что тоже выиграли грант Алроса на создание книги. Там у нас история и вообще история села и история вот жителей, воспоминания жителей будут. Ну и воспоминания, конечно, детей, потому что их практически не осталось. Все, что можем, мы вот собираем. Вообще история Той-Хаи начинается с 3000 лет до нашей эры, когда вот муж с женой Светлана Федосеева и Юрий Мачанов, они организовали экспедицию, и вот во время экспедиции при раскопках было обнаружено скребки, наконечники, которые датируются 3000 лет до нашей эры, то есть это эпоха неолита. Уже в это время там жили люди. И вообще упоминание реки Чона мы нашли на карте Ремезова. Ремезов он рисовал карандашами реки. И первое упоминание было в 1701 году, старинные карты Ремезова. А это тело, да, муж с женой, которые вот организовали раскопки. И упоминание Той-Хаи мы нашли в книге Мака, Ричарда Карловича Мака, путешественника. Там тоже он вспоминал, что Той-Хая очень такое красивейшее место описывал. То есть в книге Мака можно Вилюйский округ найти это упоминание. В 60-х годах, когда обнаружились алмазы, то есть нужна была электроэнергия, и село Той-Хая попало под зону затопления, поэтому... Но жители села Той-Хая, каждый участвовал в экспедициях, были каюрами, проводниками.
Вот. Только они знали тропы. И когда приехала экспедиция вот, во главе с Фанштейном Григорием Хаимовичем, который является первооткрывателем якутских алмазов, в его экспедициях и участвовали местные жители. Были каюрами, проводниками, да. Это макет села. Всего, да. да? Нет, это часть только села. Домики делал тоже переселенец Семенов Николай. Он при жизни делал, и потом сын его подарил нашему музею. И этот макет сделан по карте Наговицыной Марии. Она вот сделала по памяти. По памяти, наверное. Да, по памяти. Человека уже нет, а что-то осталось. Вот это очень уникальный альбом, потому что он был создан учениками той хаинской школы, да, получается. И дети ездили до затопления, экспедиция была. Ценность в том, что здесь сохранены, ну, как бы виды до затопления. Вот мы потомки той хаинцев, мы сами-то не видели. Нам только слышали, как бабушки, дедушки рассказывали, мамы, да. И то моя мама была очень маленькая, когда переезжали. И здесь мы можем посмотреть, вот как с любовью это все комментируется. Времен, да. В то время же ни Инстаграма, ничего не было. И вот при помощи таких альбомов они запечатлевали свои поездки, природу. И вот такие вот милые описания там есть. А сейчас, получается, вода вот так вот уже там, да? Нет, это все уже потоплено. Получается, вот даже эти сопки потоплены? Чуть-чуть вот здесь гаражи есть. Вот только вот эта часть осталась, представляете? Да. И вот всегда мои бабушки, дедушка, ну, мой дедушка охотник, и он с 14 лет начал охоту из-за войны. И очень много было дичи, там всякая рыба, прям там было видно, как плавают. Много, да. Они всегда с любовью вспоминали. Бабушка, она говорила, очень много разных растений было, которых здесь нет. И да, и она прям... Видите, вот как интересно сейчас они... И вот они на плотах сами строили. Сейчас нынешним детям вот расскажешь. Вот у них какой-то вороненок еще там они нашли. Ну, тоже. Сейчас. Меня удивило то, что вот... Это вот они, да? Сейчас. И вот так они все описывают, что делают, что там заинтересовало, что нашли. Сейчас вот здесь интересно было. Вот жили вот в таких палатках. Вот они, сейчас прочитайте, что там. Гнезда исландского шпат. Получается, там было месторождение исландского шпата, да, который имел стратегическое значение во время войны. И только там было и добывали. Да, это порог такой прям бурный, да, видно. Расплавлялись, наверное. Да. Угу. И вот они вот там богато щукой там было написано. Вот они ловили. Сейчас мы смеемся, детей лишний раз никуда не вывезешь, а в то время вот как-то вот учитель имел храбрость, да. Угу. Ну вот на экспедицию, да. Они же все, и вот на таких плотах они, вот тут написано 140 километров, да. Они вот так сплавлялись. И вот здесь мне понравился вот итог поездки. И вот здесь люди, которые там участвовали. Валерия, она, ну, как бы моя родственница. Мне очень приятно, что вот, ну, как бы, она тут есть. Мы хотим сохранить память о наших предках, о наших дедушке, бабушке, да, потому что время уходит, и для наших детей уже ничего не останется. А тут они могут прийти, посмотреть, вот мой дедушка там, ну, там охотился, про этого чемпиона нашего посмотрят. Ну, как бы, да, вот очень, мы очень гордимся им, радуемся, что он жив, мы можем с ним разговаривать, это же легенда. Это бронзовый, это вольная борьба, он бронзовый призер серебряный призер в Монреале. Но я всегда с любовью вспоминаю Той Хаю, потому что, ну не то, что вспоминаю, а людей, потому что я была знакома вот с такими людьми, которые вот там работали, главным врачом,
Там медсестра была моя тетя Катя, да, и про них потом вот это все читаешь, собирали когда данные. Вот, ну, я их помню всегда очень такими светлыми людьми и такими честными. Ну вот прям для меня они пример, да, что они вот от души посвящали своей любимой работе. Сейчас Карл Карлович, он, например, был почетным человеком Сунтара, да, потому что он всю жизнь посвятил, ну, как бы врачебному делу. Ветераны Великой Отечественной войны, в годы Великой Отечественной войны их не призывали на фронт, потому что село было бронировано. Они были охотниками и добывали пушнину, мясо для нужд фронта. Но все-таки нашлись добровольцы, которые ушли на фронт и вернулись оттуда. Также вот вблизи села Той-Хая было единственное месторождение исландского шпата, вот, который стратегически был важен для военной оптики, по своих характеристикам очень подходило там. И вот в Ахтаранде добывали исландский шпат. Старая фотография добыча шпата, вот единственная фотография сохранилась. Есть небольшая история вот с этим стендом. Стенд был практически готов, не было Бориса Николаевича Иванова, а у Владимира Дмитриевича Каплина не было фотографий, к сожалению. И потом я отправляю фотографии, говорю, кто это, ну, в группе, где мы, напишите, кто это. И в итоге мы нашли Владимира Дмитриевича. Даже у родственников не было фотографий. И родственники принесли сведения о Борисе Николаевиче. И в этот же день нам сказали, отправляйте на печать. Вот. Все. Ну, вот, у меня до сих пор, я рассказываю, у меня вот мурашки. Основатель музея, вообще первый музей был в ДК Той-Хая, сейчас его нету. Вот. Семенов Николай, тоже переселенец. Он мечтал создать музей красивый, большой. И вот он написал пьесу «Бырасты Той-Хаям Барахсан», на основании которой сняли вот это вот спектакль. Несмотря на то, что это маленькое село, 500 человек, но оттуда вышло очень много знаменитостей. Вот Александр Иванов, серебряный призер Монреаля, Чона Михаля, вот, тоже очень много стихов написал, очень много книг. Попытались воссоздать жилище, берестяная утварь. Это все современно сделанное? Нет, это вот с первого музея, тоже жители нашего то, села. Было с тех времен, да? Да, они приносили. Это вот конное убранство Чапара подарила музею моя тетя, тоже переселенка села Той-Хая, она мастерица, она сейчас в Хаптагае живет. И вот она с любовью подарила нам. Ручная работа полностью. Испытано на себе. У нас не поселок, а сельское поселение. Вообще муниципальное образование Чонинский наследник состоит из 2 населенных пунктов. Административный центр – это вот село Арлах. У нас население где-то 1558 человек. И неподалеку отсюда, в 30 километрах, есть поселок Заря. Это рабочий поселок. Самое лучшее, что я могу сказать, это что у нас демография растет. Из года в год, да, у нас рождение, естественный прирост больше, чем убытие. Детский сад большой, 3-этажный. И самая тоже хорошая вот такая новость, что нынче в этом году там капитальный ремонт. Там в основном где-то от 110 человек, ну, детишек ходит. Также есть школа у нас тоже вот 2-этажная, каменная. Ну, школьников не так уж много, но я не скажу, что, но где-то около 190-200 детей есть. Нормально, но это общеобразовательная, 11 классов. Ну и единственный бюджетообразующий организация – это совхоз новый. Это занимается сельхозпроизводством, да, это у нас куры и крупный рогатый скот. Местное молоко и яйцо самое главное. Это как бы потребность села не только, но и всего Мирнинского района. Ну и, конечно, самая главная составляющая, как для всех населенных пунктов, это люди. И самая такая достопримечательность, вот сегодня вы побывали в музее. Музей у нас открыт всего год, вот недавно, мы 30 мая, да, у нас 1 год был, как открылся музей. Но самое интересное, мы его ждали очень долго. Очень долго, потому что переселение само было в 60-х, но начиная с 64 по 67 год это села Арлах людей
переселяли, но Дарья вам полностью рассказала. И с тех пор, как бы люди, потеряв свою малую родину, естественно, желали, чтобы хоть какая-то частичка памяти была. Ну и вот благодаря нашей Дарье эта мечта осуществилась. Есть у нас конкурс, слышали, да? Конкурс эстрадной якутской песни, называется «Той Хая». Это ежегодный фестиваль. Были, да? Вы не видели? Это у нас оно республиканского значения. Поэтому ежегодно в марте месяце у нас вот этот фестиваль приходит. И молодые таланты со всей республики приезжают. И достаточно такой весомый в будущем поселок еще лучше будет. Так что приезжайте. Да, спасибо. Ну, всем спасибо за экскурсию и общее фото. И расходимся.